Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные гаремные гадания из Турции для вас. Дорогие зрители, гости канала, не забывайте подписываться, нажимайте на колокольчик и получайте уведомления о новых видео. Тема сегодняшнего гадания звучит так. Как мужчина настроен по отношению к вам? Если у вас есть кто-то на примете, если кто-то вам нравится, либо вы желаете узнать, что именно мужчина думает о вас, что у вас он рассмотрел, да? Что можно от него ждать, пожалуйста, это гадание для вас. Настройтесь на гадание, посмотрите на песочек, представьте интересующего вас человека, вспомните его глаза, его голос, его улыбку. Мысленно либо вслух задайте такой вопрос. Назовите его по имени и спросите, как ты настроен по отношению ко мне. Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую нужную, самую важную и самую полезную информацию. Итак, как же настроен загаданный человек к девушке, к женщине, которая смотрит это гадание? Как же он настроен? Так, ну что, мои дорогие, сразу скажу, вы нравитесь. Нравитесь, причем нравитесь очень сильно. Очень сильно нравитесь. Заводите, с ума сводите, восхищаете. Посмотрите, вы в центре, какая красивая. Нравится все. Голова, тело, фигура, волосы, глаза, ноги, не знаю, все у вас просто для этого мужчины идеально. Он на вас смотрит и восхищается. Здесь я сразу скажу, очень сильное сексуальное желание и влечение по отношению к вам. Очень сильнейшее. Он спит и видит, как бы вас, ну, скажем так, соблазнить. Вы для него вот прям какая-то желанная, манкая. Там, даже если у вас разница в возрасте, например, вы там старше, все равно он вас видит просто какой-то идеальный, сверх даже идеальный. Здесь мужчина думает о том, как бы было бы хорошо, если бы вы, ну, например, встретились при других обстоятельствах. Я уж честно не знаю, что у вас за обстоятельства. Может быть, он ваш начальник, а вы подчиненная. Может быть, мужчина женат, да. То есть я вижу, что у вас сейчас с этим человеком есть барьер. Барьер, который практически, ну, не знаю, но на данный момент он не двигается. Перейти его невозможно. То есть есть какая-то вещь, ситуация, которую этот человек скрывает. Вот этот человек, он как одиночка стоит, да, и перед ним острая ситуация, и путь, который, видите, он тупиковый, и вы друг от друга закрыты. И между вами действительно может быть, либо, кстати, расстояние может быть. Смотрите, я как вижу, это может быть расстояние, треугольник, либо ну, расстояние, знаете, такое, либо ментальное, либо действительно в километрах. Ментальное расстояние, например, он ваш начальник, а вы не можете завести служебный роман. Либо есть там другие непреодолимые обстоятельства. В любом случае, он очень сильно из-за этого переживает. Знаете, думает, что вы его подцепили на какой-то крючок. Он от вас зависим. Есть зависимость. Он скучает по вам, вы ему нужны, он смотрит на ваши фотографии, он, понимаете, вы для него вот как розетка, да, вот электрическая вилка, он от вас подпитывается энергией. Если он долго вас не видит, либо не слышит о вас что-то, то он просто начинает чахнуть и старается поскорее с вами там где-то пересечься, увидеться, посмотреть на вас. Главное там для него просто вас увидеть. Но если вы там улыбнетесь, либо заговорите с ним, для него это вообще верх блаженства. Человек, кстати, даже не знаю, как это подобрать правильные слова, чтобы сказать. То есть он, ну, смотрит ваши фотографии, да, и представляет, что вы вместе, вот особенно в интимном плане. Знаете, даже вот если он женат, если у него есть жена, то она для него, ну, просто, знаете, потеряла не только там вес, но и значимость, да, когда он встретил вас. Там постоянно задают вопросы к небу, да, почему не вот эта прекрасная девушка, а почему я живу там именно с той женщиной, с кем живу, она там меня не любит, я ее там не очень.
и все у нас плохо, да, а вот с моей любимой я бы был счастлив, все бы было у меня замечательно. Но знаете, этот мужчина пока не решится, он не решится на то, чтобы каким-то конкретным действием приступить. Да, здесь я вижу, может быть такой момент, когда он может быть под каким-то допингом, да, расслабиться, попытается вас соблазнить. Но опять же таки, да, здесь есть камень, который не пускает. Камень, и здесь вот прям расстояние какое-то. Расстояние и все. Вот как ни крути, вот с какой бы стороны я ни смотрела, все равно здесь барьер, здесь барьер. То есть не пускают, в прямом смысле слова не пускают. Не пускают, потому что у одних время не пришло, а у других мужчина должен пройти какую-то свою карму и какой-то свой урок пройти. Понимаете, вы для него слишком уж, смотрите, какая вы замечательная, да, просто какой-то там небывалый подарок судьбы. А он пока этого не заслужил, вот реально не заслужил. Мужчина вас не заслужил, и поэтому не дают. Он-то вас влюбился, он вас просит, но не дают, потому что не заслуженно. И он, кстати, из-за этого очень сильно переживает, кручинится. И такой, знаете, иногда он старается себя перепрограммировать, да, чтобы не думать о вас, чтобы не зацикливаться на вас, а чтобы иметь какие-то вот другие мысли в голове, да, там, сосредоточиться на работе, либо на каких-то важных делах. Но не получается, он злится, он гонит мысли про вас из себя, из своей головы. Но нет, он даже, знаете, вот я все время вижу, он воздает к небу руки и говорит, ну за что? За что? Вот я так влюбился, да, а мне не дают возможности быть с ней вместе. Вот такая идет ситуация. Так, давайте еще посмотрим, что нам песочек расскажет. Какие намерения у загаданного мужчины по отношению к девушке, которая его загадала? Угу. Так, ну тут смотрите, скорее всего, ближайшие там несколько, вот даже не знаю, периода времени, это может быть там несколько дней, может быть даже недель, мужчина как-то к вам проявится неожиданным образом. То есть он вам будет намекать на чувства, на эмоции и будет смотреть на вашу реакцию. Тут может быть такая ситуация, что, например, человек добавится к вам в социальные сети, там пролайкает все ваши фотографии, все ваши посты и будет смотреть, ага, она мне напишет, не напишет. Либо он может что-то вам написать такое странное, типа там «Привет, как дела?» и тоже будет ждать вашу реакцию. Просто видите, он в окошечко выглядывает, да, и смотрит, как она себя будет вести. Здесь может быть еще такая ситуация, что может быть какой-то праздник, не знаю, может корпоратив, там праздник какой-то идет, да. И в этот праздник, если он немножечко выпьет, да, он может себя более нагло вести, да, будет более к вам там как-то проявляться, будет к вам, не знаю, как-то он себя поведет, что вам не понравится. Вот реально здесь сердце, которое разбивается. И вам очень не понравится, как он себя поведет. То есть он уже не знает, как себя проявить, как вам там подойти, с какой стороны, как себя обозначить, и уже будет уходить в отрыв, скажем так. Мужчина, сколько бы ему лет не было, он реально какой-то незрелый. Вот в прямом смысле слова незрелый. Поведение странное, незрелое. Он пытается вот быть таким вот, да, человеком, который управляет ситуацией, который всех учит. То есть он по-нормальному считает, что вот он такой большой, высокий, и что он с этой трибуны вещает, да, и вы такая маленькая должны, скажем так, как-то ему там подчиняться и слушать его, да. Но это, скорее всего, будет его какое-то самомнение. На самом деле не так. И еще раз говорю, поведение незрелое, то есть каких-то серьезных шагов, какого-то серьезного там предложения, диалога лучше от этого человека в ближайшее время не ждать. Но для тех, кого треугольник, вот здесь очень четко девушка, женщина влезла между половинками сердец, да, и они разбились, и сердце кровоточит. Мои дорогие, имеем то, что имеем. Если ваш мужчина женат, то, к сожалению, там жена примет все меры, либо, может, к радости, я уж не знаю, и остановит ваши отношения. Честно скажу, этот мужчина, он предтеча какого-то настоящего
будущего, да, которое к вам обязательно придет. То есть этот мужчина, он вас подготавливает. Благодаря этому мужчине вам захочется выглядеть лучше, там, покрасоваться, глазки загорятся, там, одежду какую-нибудь красивую, там, стиль свой поменять, прическу поменять. То есть вам захочется именно любви и весны. Но этот мужчина, он, как знаете, подготавливает вас. Да? Это еще не таблеточка, это витаминочка. Вот, так что знаете, с этим человеком именно идет подготовка. Настоящий ваш мужчина, вот он вышел здесь. Мало того, этот настоящий мужчина, он еще и с кольцом вышел. С кольцом, понимаете? Это ваше самое вот такое отдаленное будущее, скажем так. Поэтому вы не переживайте, вы не расстраивайтесь. Я просто вижу, что вы отвернулись. Да? Вот он вам пытается что-то там внушить и говорить, а вы от него отвернулись. И свое сердце к совершенно другому мужчине отдаете. Так что не расстраивайтесь, не переживайте. Знайте, что ваш настоящий мужчина, ваш настоящий любимый, он впереди. Этому мужчине вы сносите крышу однозначно, он в вас влюблен, вы ему очень нравитесь. Но этот мужчина не зрелый, он не готов брать на себя ответственность, тем более что уже что-то серьезное вам предлагать. У этого мужчины похоть. Вот его самое главное чувство — это похоть. Вы сводите его с ума, он хотел бы с вами реализовать там свои мечты о счастье, да? Но счастье какое? Понимаете, не семейное, а именно вот в постели. Вот, поэтому зачем вам нужен этот человек? Пусть он дальше там сидит, медитирует там на ваши фотографии, и этим у него все пусть и закончится. А настоящий человек, вот он у вас впереди в будущем. Мои дорогие, все будет хорошо. На этом гадание мое закончено. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.